Холубзеква, абсолютно хопшра канала Чадыратара, Амилат экономика. Ишдыруепш Бельгия артуп апсна аглыхрат палата ахатарнакра. Уябзураны декабрь жайырзы апсна хуахтра аглыхрат палата Брюссель мяпнагейт апсна турыхи а культуре дзыргара ядхалу аус мяпгат. Декабрь абарзы имяпган апсны урыстылы жафтуй хабыр бжарат комиссия айлатара. Ария комиссия айлатарача амшхопш царан икугылан асоциал экономика черезы урыстыла иханатыз афинанс псхырари, а инвестиция программа юнызыки живишук сахынца анагдзарей айхшалаква рзура. Урыстыла эпснир хатарнакца аус мяпгат козиги и шахтой нагдзобха азгвартит. Яхетпе Чадыратара аскуп абылпе энергетикат комплекс. Апсны уи харак а энергетика ауп. Уи анайсанги уах ядзанакуй татула яларгало абылпе арацу ацахри. Арацу хала цважузар яра арпшуп тхуарчалы бзыптый район кварчы. Инартбана арацу ацхраме пысхон тхуарчал. Аха айбашраштах арацу ацахри уи атири яджызана блакы тхуарчал арацу юнызыки жокшуксызы аусуранкылан. Ита ярбан ресурску абылту энергетикат комплексах ядзана гуайлгаразы. Харахам яхыцит адгил хархоре кадастрирзы ауспартах. Инал Витальевич, расскажите нам, какие у нас есть ресурсы, которые можно отнести к топливно-энергетическому комплексу. Например, вот нефть, по крайней мере, разведанных месторождений у нас нету. Но есть ряд косвенных признаков, которые говорят о том, что они есть. В первую очередь, это ряд скважин, которые вскрыли газ. Ведутся работы по поиску нефти компании РН Шельф Абхазии. Помимо нефти у нас залегает торф в прибрежной части, в Гагровском районе, в Пицунском районе, в небольших количествах в Гудаутском и Афонском районах. Но он находится в курортной зоне и не добывается, и никогда не добывался. Однако он есть. Также в Абхазии есть уголь и ряд месторождений. Бзыбское месторождение, Тхорчалское месторождение и несколько маленьких месторождений. Бзыбское месторождение никогда не разрабатывалось, так как оно тоже находится в курортной зоне. Разработка велась с Тхорчалского месторождения. Оно было открыто еще в 20-х годах. В течение 10 лет велась разведка. И в 30-х годах она ввелась в эксплуатацию. Но есть ряд сложностей с добычей угля в Тхорчалском районе. В наши годы уже после войны велась добыча открытым способом. В принципе, добычу можно вести двумя способами. Один – это открытый карьерами, второй – это закрытый шахтами. Но уголь, который можно было добыть открытым способом, практически весь выработан. В дальнейшем можно вести добычу только шахтным способом. Он существенно дороже, чем открытый способ. А учитывая, что шахты Тхорчальского района относятся к опасным по загазованности, соответственно, добыча будет дороже. Нужно постепенно откачивать этот метан, так как при больших концентрациях он взрывоопасен. Поэтому в данный момент не столь выгодно добывать уголь там. Но в ближайшем будущем, если цена угля возрастет, то можно будет вести добычу угля. Есть лигнит на правом берегу реки Ингур, и запасы его довольно большие. Но опять же он никогда не разрабатывался, но месторождения и запасы у нас есть. Апсныха былтуа аргойт анаплаква пшиба. Хаталатпи анаплаквар хыпхядзарачи горхынпи, а импортачы зухтаду хайпхядзоб стак пхыкура хюакту анаплакы азид. Адам Рзура бифай хазей таш хашу сурашишев был у нас и таш галу амчха гзей бшро ахпас ифирма. Я хазы стак пхыкура хюакту айваза азид. Итана галу это ивейпшим ахква евро хуба яцанаква
с хатабзира хараку и в общем ачида угатара ко змов сертификат ко змов бензин пшини жужух шука марка якушо дизель и харак ари аболто урыстуан пи ахгот назге кршукса яхамо памя ай башаштахти абстазара узги ждрует иқан аводейро кохенткарач бри азиди амшинх барну қорей усқамти ашатаркуе зара ужоте ипа ибзаурала яхарта замия яхаги стратегия цагаму Европанпи хатала яхозер яхарак берзенпеланпи яхгот и вепшимах ка бултах ка ари ну хелазара аус авейт яженера хана шукса яхаги ишибвепш шуксква грабха и хацеркан арчуцра ишибвепш абра хахгилу абха яхбойт ичусва болтут верта станция айгоги гаграги ичусва станция харгули агес яхозар шаа тахгалу юнижа процент раарабс таргалу бензинзига рухтаара тахгалу Ариш буабылту татпарта станция аамта яшашвала умругала и куршоуп. Иичкау падунеджи яхетпи аамтази иша кургу астандартку ирыкуршвана. Араqa иҟоуп амашьына ӡәӡәарҭа. Иҳәатәуп аинтернет ахархәарала заанаҵ ишшәылшо ианышәҭаху аамҭазы аҭыԥ аанкылара. Нас агәаран шәықәмыргылаӡакәа ирласны шәмашьына рыӡәӡәоит. Уи адагьы ара иҟоуп акаҳуажәырҭа уахгьы-ҽынгьы аузуа адәқьан, иара убас хәыда-ԥсада агьежьхарԥақәа ахьҭадырчуа аҭыԥ. Аԥхьаҟа ргәы иҭоуп арҿыцрақәа ралагалара егьырҭ астанциақәа рыҿгьы. Аигәатәи апланқәа рҿы иарбоуп адәылтәы ҵәахыртат наплакы аладатәи ашыра арҿыцра. Избан акәзар иҟоуп ирацәаны иҳамоуп аусмҩаҭгатәқәа, иаҳҳәап аекологиатә, абларатә ҽацәыхьчаратә усқәа, урҭ зегьы ӡбатәуп, аха ари аусгьы еснагь адулара аҭахуп, иара ахарџьгьы рацәаны иаҭахуп. Иахьатәи аҭагылазаашьа ҳахәаԥшуазар, ааигәа иахьаҳхәа азауадқәа рҿы ахәԥса хәҷык иацлеит азыҳәан ари апланқәа хәҷык аамҭала иаҳаркит, аха ари ҳзышьцылац усуп, аха ԥхьаҟа ҳцарц ҳҭахызар, ҳаҿиар ҳҭахызар, иахьатәи ахәԥса ашьақәыргылара механизм ԥсахтәуп. Иахьа аминистрцәа реилазаара роуп ақәҵарала ирыдыркылоит шаҟа иаҳҭиуа ҳалшо иуеиԥшым ахқәа, абылтәы ахқәа. Аха ианааҳго, ианааҳхәа ахәԥса ирласны аҽаԥсахуеит, ҳахьӡаӡом зны-зынла. Уи азын арҿиара азын ахарџь аҭаху, аԥара аҭаху зны-зынла ианаҳмоуагьы ҟалалоит. Азид иамоуп ахатә абылтәы ҭатәарҭа станциақәа хәба. Ҩба Аҟәа иҟоуп, ҩба Гәылрыԥшьа раион аҿы акы Гагра. Иара убас дара ирымоуп абылтәы ҵәахырҭатә базақәа ҩба Очамчыреи Аҟәеи рраионқәа рҿы. Еизакны абылтәы зҭаху уаҟа иааихәартә ԥшалшара имоуп. Ешыра иҟоу абылтәы ҵәахырҭатә база быжьнызқь тонна инареиҳаны иакуеит. Арахь абылтәы ааргоит дәыӷбала, аха убас абылтәы ҵәахырҭатә база ахьыҟоу аҭыԥ иалнаршоит иманшәаланы мшынмҩалагьы абылтәы анагара. Избанзар ари аҭыԥ иазааигәаны иҟоуп асқьала. Иааидкыланы зҭак ԥхықәра ҳәа ақәҵуа аилазаара азид аҟны ҩынҩажәижәаҩык аус руеит. Урҭ русура ахаҭабзиара анаплаканапхгара лымкаала иацклаԥшуеит. Ҳтәылахь абылтәы азго анаплақәа рҟынтәи иҳәынҭқарратәу Аԥсны былтәы мацара ауп. Мы завозим бензин, дизельное топливо 92, АИ-95 и АИ-98, но АИ-98 им занимается только компания «Роснефть», то есть мы его не реализуем вообще. Вот. Также мы занимаемся сбытом газа сжиженного населению. Реализуем мы только топливо оптом, а основным нашим закупщиком является государство, то есть государственные учреждения и, естественно, частные фирмы забирают у нас.
Беслан Иванович, что касается работ на вашей нефтебазе, когда они были начаты? Ремонтные работы начаты в августе 2017 года. Вот они продолжаются по сей день. Вот сегодня мы стараемся к Новому году успеть все закончить, ну, основную часть на этот год запланированную. Ишыжбуала хыжуксы ирылагӡаны Аԥсны былтәы иаҭизаалыҵ амҽхак еиҳа-еиҳа аиҵахара иаҿуп. Уи зыҭҳәалоу ҳтәылаҟны абылтәы зҭиуа анаплақәа рхыԥхьаӡара реизҳара ауп. Аха уеизгьы аҳәынҭқарратә еилахәыра иалшоит аусура аиҭарҿыцрақәа ралагалара. Аҳәынҭқарратә еилахәыра Аԥсны былтәы аԥҵански шәиԥшьыни жәохә шықәсазы еизакны абылтәи иӡшьарту агази рыҭиразы. Аилахәыра аилазаарахь иаҵанакуеит агаз еизакыгатә станциақәа хәба. Урҭ рҟынтәи аус ауӡом Гагра газ. Уажәы ижәбо Аҟәатәи агаз еизакыга станциаҟны ааигәа аԥсахрақәа мҩаԥган, аха макьана иҟаҵатәу рацәоуп. Арантәи агаз абаллонқәа ирҭаҭәаны иҷыдоу амашьынақәа ирықәыргыланы ауааԥсыра ахьынхо аҭыԥқәа рахь инаргоит. Мышқәак раԥхьа Аԥсны былтәы иаанахоит амашьына ҿыцқәа ҩба. Урҭ иаарласны аиха иалху аконструкциақәа рықәыргыланы аусура иалагоит. Агаз еизакыга станциақәа рыдагьы Аԥсны былтәы аилазаарахь иаҵанакуеит абылтәы ҵәахырҭатә базақәа хԥа, Ачымчыратәи, Гәдоуҭатәи, Аҟәатәи. Аҵыхәтәан зыӡбахә ҳәаз Аҟәатәи абылтәы ҵәахырҭатә станциа Ешыра ақыҭан иҟоуп. Араҟа ихацыркыз аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ҳара лабҿаба иаҳдырбеит. Вот у нас прежде всего провелись, вот, можно сказать, закончена, забетонирована территория, особенно рабочая часть заезда, налива, топлива. Это рабочая часть нефтебазы, где, вот вы видите, это тоже только сейчас свеже залито. Это вот вокруг они заезжают, вот тут вам наглядно видно, машина заправляется и выезжает прямо на выход, стоит лицом к выходу. Это основная работа, которой уже много лет не было. У нас эта часть, можно сказать, завершена. Ну, остались там кое-какие мелочные работы. Сейчас у нас идет в основном работа противопожарное огнетушение. Вот здесь пенопреобразователи ставятся. Вот сейчас, ну, вот это уже в парке. Вот вы видите, вот сейчас идут работы, сварочные работы, которые прокладываются трубы диаметром 100 и 150, это гидранты закольцованы. У нас будет как бы уже современная техника в том плане, если будет какое-то возгорание, у нас будет пенотушение каждого резервуара. Вот это пока работа идет, еще не завершена. И мы еще только вот вчера буквально завершили такую основную работу, которую каждый резервуар, у нас была зачистка, калибровка, которую мы должны делать каждые 2-3 года. Ну, вот мы вот сейчас вот делали. Так что у нас пока процесс идет рабочий. Ари абазаҿ игылоу арезервуарқәа иркуеит жәеиза кубометр абылтәы. Уи инамаданы ашәарҭадара зегь раԥхьа игылоуп. Уи азауп раԥхьаӡа амцарцәаратә система ашьақәыргылара набзадыркызгьы. Уи адагьы аԥхьаҟа абазаҟны ргәы иҭоуп арҿыцрақәа жәпакы ралагалара. Ну, на 2018 год у нас в планах установить систему контроля учета нефтепродуктов. То есть это будет автоматизированная система. Мы сможем контролировать каждый резервуар в отдельности, то есть сколько там остатков топлива. Также это поможет обеспечить более легкую работу оператора. Он, попросту говоря, будет сидеть за компьютером и видеть, что у него там по парку. Насколько нам известно, таких систем в стране у нас нет. Мы будем первыми, кто вообще собирается, наверное, установить и установит эту систему. Ну, это будет в 2018 году. Также по окончанию всех работ мы уже вас обязательно пригласим и покажем, что у нас получилось. Аԥсны былтәы аҭира заҳтәылахь иаанагоу анефти аалыҵқәа Урыстәылатәи аилахәыра Роснефть аҟны иаанахоит. Ари абазахь абылтәы ааргоит аихамҩала, авагонқәа рҟынтәи иҷыдоу системала арезервуарқәа ирҭарҭәоит. Уахь иназго аихамҩа ҿахҵәаҟны аилахәыра анапхгара иааиуа амшқәа рзы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирылагарц ргәы иҭоуп. Ҳаиасып аенергетикахь.
Апсны ахинзанадзаадзу функциялы юкшоп, ингур ацфункцат станция, перепадная хозяйство ацфункцат станция, акы рыбзурала. Амшины ква функциямчи ахзанашты за информацияла, юнызыки жавшукса, юнызыки жокшукса чарпшуазар, а функция ахуашарапш процент крыла и хахейт. Хастоу ашукса за яйт кыланы макяна айхшала квахацадзам. Ахай хатуб, юнызыки жибишукса, март-апрель ашахтква шейца хазато. Апсна энергетика ри и стратегия то экономика джераджа тыбгуаныз кло хырхарту. Атулава и харака интерес рысчырнагой дадзен биамтазы ала шара арцвара, яраубас атарифква. Артастаракой апсна энергетика яцу ава дайвракой яйткыланы русура шейчка ауэту дахзала цвавит амшинайква функция директор хада Аслан Басария. Мы находимся на Синопской подстанции. Таких отремонтированных подстанций в стране 8. На сегодняшний день ремонтные работы проводятся на подстанции Гагра-1. О ней нам расскажет генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас находитесь на подстанции Синоп 110 киловольт. Это одна из тех подстанций, которые были реализованы в рамках инвестпрограммы. Соответственно, в прошлом году реализованы были 7 проектов. На подстанциях классом напряжения 110 киловольт это было 6 подстанций, одна подстанция узловая 220 киловольт. Соответственно, все работы были проведены в рамках капитального ремонта этих подстанций. Заменено было практически все оборудование на более новое оборудование. Если вот вы обратите внимание, даже по аналогии с этой подстанцией у нас открытое распредустройство полностью заменено на новое оборудование. У нас установлен новый трансформатор. Соответственно, у нас новые шкафы релейной защиты и автоматики, новый модуль Крун 10 киловольт. Что можно сказать в этом отношении? Именно вот эта подстанция, предположим, здесь стоял только один трансформатор, и года 2 назад, когда он вышел из строя, он, по сути, сгорел. Получилось так, что все потребители, которые питались от этой подстанции, они были без электроэнергии, пока мы не заменили этот трансформатор на тот трансформатор, старый, но прошедший капитальный ремонт, и не поменяли один трансформатор на другой. Вот он здесь стоит, если вы обратите внимание. Сейчас у нас ситуация на этой подстанции следующая. У нас стоит 2 трансформатора, и в случае выхода из строя одной секции, которая связана с этим трансформатором или с другим, другой трансформатор автоматически включается. Соответственно, потребители, они не остаются без электроэнергии по тем вопросам, которые могут возникнуть именно на этой подстанции. В рамках той же программы содействия социально-экономическому развитию реализовывается проект Гагра-1, он под реконструкцией. По сути, речь идет о строительстве новой подстанции на территории действующей подстанции. То есть речь идет о замене всего от фундаментов, зданий, сооружений, порталов различных. Вот вы видите здесь порталы, вы видите здесь подставки под оборудование, фундаменты, в том числе под трансформаторы. И буквально до начала лета следующего года подстанция Гагра-1 будет введена в эксплуатацию. Было запланировано по подготовке к зиме, и что уже сделано? Что касается подготовки к зиме нынешней, у нас было проведено много мероприятий. Ну, первое, у нас была проведена расчистка трассы, то есть это просека так называемая. Идут магистральные линии, эти магистральные линии нужно расчищать, под ними есть зона отчуждения от этих линий, и порядка 500 километров было расчищено. Мы как-то озвучивали это уже, это если перевести в квадратуру, порядка 5 миллионов квадратных метров было расчищено для того, чтобы не происходило касание, предположим, веток или в случае каких-то форс-мажоров, возможно, падение деревьев на эти высоковольтные линии. Естественно, при любом касании и при падении происходит отключение электроэнергии. Проводились работы на подстанциях. Это подстанция Ачамчира-2, это подстанция Бзыбь 220. Там большая работа была проведена на ОРУ. Дополнительное открытое распредустройство было построено для того, чтобы разделить 2 секции трансформаторов. Были проведены работы на подстанции Гичрыпш, на подстанции Гудаута, на подстанции Мюссера. То есть ряд подстанций, вот проведены были большие работы на подстанции Уарча, на подстанции Баслат.
Это те работы, которые мы проводим ежегодно. Причем мы, когда говорим проведены работы, работы разного направления. Предположим, есть подстанции, где заменено оборудование. То есть посредством собственных ресурсов было приобретено новое оборудование взамен старого, которому 50, 60, иногда 70 лет. Далее проведены работы в распределительных сетях. В распределительных сетях, вот если взять за основу, приблизительно в течение 2–2,5 месяцев приблизительно строится количество линий, если говорить, там порядка 40–45 километров линий различных, огромное количество трансформаторных подстанций. Только за год отремонтировано порядка 170 маленьких силовых трансформаторов. Работа ведется постоянно. И после вот таких вот глобальных работ по некоторым направлениям нам не придется возвращаться к этим работам порядка 4–5 лет. Вот вы сказали, что сейчас тоже идут работы. Учитывая, что сейчас зима и люди очень резко реагируют на отключение света, часто в этом году зимой будут отключать свет? Вы знаете, ежегодно нагрузки растут. Ежегодно мы как не экономили электроэнергию, так и не экономим. И, к сожалению, большому, огромное количество абонентов у нас, основная масса этих абонентов, они даже нелегально подключены к нашей энергосистеме. При этом потребляют очень большое количество электроэнергии. Это связано с тем, что, понятно, что происходит развитие. Теплые полы, кондиционеры, печки, отопление и так далее, и так далее. Все это должно быть правильно легализовано и сформулировано. Мало того, каждый абонент должен оснащаться прибором учета. По существующим законам, так упростим, по нормативной базе в Абхазии, каждый абонент обязан приобретать сам прибор учета, то есть счетчик, устанавливать его и только потом звать энергоснабжающую организацию для того, чтобы мы поставили пломбу. И после этого обязан платить за электроэнергию. С начала 2015 года у нас было порядка 70 с лишним тысяч абонентов. Мы проводим постоянную инвентаризацию, выявляем нелегально подключенных абонентов. И на сегодняшний день у нас цифра в 102 тысячи абонентов. Естественно, 102 тысячи абонентов охватить только силами Черноморэнерго физически невозможно. В связи с чем мы всегда призываем наше население экономить электроэнергию и платить за электроэнергию. Тем более, что тариф у нас настолько низкий. И в случае, если все мы начинаем экономить, в пиковые нагрузки, в зимние, у всех у нас поднимается напряжение, оно становится лучше. Потому что огромное количество энергохозяйства, оно построено еще в советские времена. Таких нагрузок на сети не было. Каждое домовладение потребляло не более 2,5 киловаттов, а сегодня каждое домовладение потребляет условно от 5–7 киловатт до 20, иногда до 30 киловатт. В связи с чем эти линии не выдерживают, их нужно менять, а для того, чтобы их менять, нужны средства. А для того, чтобы были средства, нужно платить за электроэнергию. РУП Черноморэнерго уже так потомственно, скажем так, в любое время суток готова к проведению тех или иных работ. Наши сотрудники, наши энергетики, пусть будет ночью, пусть будет днем, пусть будет в самые морозные, тяжелые времена, если есть вообще какая-либо возможность провести работы, они эти работы проводят. Асан Юрьевич, что у нас происходит в селах, какие там работы идут? В селах проводятся работы постоянно. Мы, кстати, хочется отметить, что буквально полгода назад только смогли перейти на плановые мероприятия по проведению работ. В Гагрском районе проводятся работы в поселке Бзып, в городе Гагра в 2 местах и в Цандрипше. Предположим, Гудаутский район – это Куланурха, и это, значит, у нас Отхара. Если говорить уже ближе сюда, Сухумский район – это село Баслат и это Каман. Далее по Гулерипский район – село Мерхиул, село Владимировка. Если говорить про Чамчирский район, село Чулоу, село Чгерда, там масштабные работы проводятся. То есть все, что я перечисляю, где-то масштабные работы, где-то не очень масштабные. Далее речь идет о Тхварчале, это в городе Тхварчал, на нижней площадке проводятся работы по присоединению к новой линии абонентов. Если говорить про Гальский район, то это село Печора, село Отабая.
То есть ежедневно проводятся работы. Каждую неделю, 5 дней меняется концепция, то есть проведены работы, мы приступаем к новым работам. Но это, конечно, связано с наличием тех или иных материалов. Если материалы присутствуют, работа происходит нон-стоп. Если вдруг материалов нет, мы проводим текущий ремонт трансформаторных подстанций, линий и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно говоря, когда наши потребители платят за электроэнергию, у нас есть больше возможностей проводить работы и снимать больше проблемных вопросов, с которыми они сталкиваются, когда у нас происходит похолодание. Вот вы сказали о том, что не платят за электроэнергию. Какие меры предпринимаются у вас для сокращения числа неплательщиков? Вы знаете, меры совершенно разные. Понятно, что мы крупных абонентов или абонентов, скажем так, злостных неплательщиков стараемся уже отключать от энергосистемы и так далее. Это достаточно эффективно. Но, как я уже сказал выше, слишком большое количество абонентов, а ресурсов РУП «Черноморэнерго» физически недостаточно. Конечно, можно нарастить эти ресурсы, взять большее количество людей, да, чтобы они работали, но им нужно платить заработную плату. А в силу того, что не оплачивают за электроэнергию, платить заработную плату у нас не получается. Конечно, мы проводим рейды. К сожалению, термин не совсем энергетический, но тем не менее определенные бригады формируются, они связаны и с контролерами на местах, и с выездными группами людей из центра, скажем так, из Сухума. И они начинают прочесывать те или иные пятачки, где наибольшее потребление электроэнергии, скажем так, для того, чтобы снизить это потребление ближе к зимним периодам или к летним, если речь идет о Гагре, Кудауте и так далее. Но, опять же, это освещалось в прессе. Относительно недавно вышло постановление Кабинета министров об учреждении комиссий, энергетических комиссий на местах в районах при администрациях этих районов. В них входят и представители силовых структур, в них входит, естественно, администрация, в них входят наши представители для того, чтобы мы эффективнее боролись с неплательщиками, принимали какие-то решения, и чтобы не только Черноморэнерго несло ответственность за то, что такая низкая собираемость. Вот, исходя из этого вопроса, что насчет тарифов? Ходят разговоры о повышении, и население очень волнуется по этому поводу. Вы знаете, эта тема набила оскомину, но дело в том, что тот тариф, который у нас сегодня есть, он экономически ничем не обоснован. Каждый товар имеет свою стоимость. Электроэнергия – это товар. Вот та стоимость, которая у нас есть, она в разы ниже, чем себестоимость этого товара. Поэтому, конечно, тариф за электроэнергию нужно поднимать в какой-то динамике. Но относительно недавно было заседание энергетической комиссии, на котором было принято решение о поднятии тарифа для юридических лиц. По вопросу поднятия тарифа для физлиц, для наших граждан, позиция есть и у нас, и позиция президента есть нашей страны о том, что на данный момент этот вопрос поднимать не нужно. Соответственно, речь не идет о поднятии тарифа для обычных наших граждан. Как вы можете прокомментировать остановку Ингургэса в связи с ремонтными работами? Как вам известно, в начале этого года были проведены работы по мониторингу деривационного туннеля, по которому идет вода с территории Грузии на территорию Абхазии, для того, чтобы вырабатывалась та электроэнергия, которой мы пользуемся, в том числе совместно с грузинской стороной. И все технические мероприятия были проведены. Предварительно остановка Ингургэс будет осуществлена в 2019 году. Скорее всего, это будет конец зимы и весенний период. Опять же, предварительно по тем данным, которые у нас есть, речь будет идти от 3 до 4 месяцев об остановке Ингургэса. И, естественно, это связано с тем, что нам нужно решать вопрос перетока, и получения той электроэнергии, которой в этот момент будет не хватать, то есть будет дефицит электроэнергии. Чуть-чуть позже, я думаю, что через несколько месяцев мы более подробно проинформируем наших жителей о том, какие решения будут приняты, когда именно будут проводиться эти работы и, собственно говоря, каким образом будет решаться вопрос. Но это вопрос не только компетенции РУП «Черноморэнерго», но и правительства, конечно, Республики Абхазия. Аслан Георгиевич, какие перспективы у электроэнергетики Абхазии? Дело в том, что тех линий, тех подстанций, мощности этих подстанций,
тех возможностей, которые есть в распределительных сетях, их недостаточно для того, чтобы снабжать наших потребителей качественной электроэнергией. В связи с чем в течение последних 2 лет были реализованы программные серьезные документы. Это программа развития электроэнергетики до 2026 года, в которую входят все вопросы, связанные с высокой стороной, с высоким классом напряжения. То есть это технические, технологические и финансовые вопросы, отраженные в документе, который состоит из 9 томов. Также реализован документ в распределительных сетях. Это технико-экономическое обоснование проведения работ в распределительных сетях. То же самое, технически и финансово документ готовый. То есть мы четко и ясно понимаем, что нам нужно делать и сколько это будет стоить. Энергетика джеразы япцас ахунткарат комиссия усура дала чавюта комиссия Аллахула Батал Тарба. Энергетическая комиссия – это постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров Республики Абхазия. В перечень ее задач входят в основном вопросы, связанные с выработкой практических рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового регулирования в энергетической отрасли, подготовка предложений по тарифной политике, по разрешению проблем отрасли и иные вопросы, связанные с развитием энергетики в Республике Абхазия. Учитывая, что орган совещательный, в основном и носит межотраслевой характер, то есть в его состав комиссии входят представители Министерства экономики, аппарата правительства, уполномоченных структур РУП Черноморэнерго, МУП СУЭС, также Энергонадзор, а возглавляет комиссию вице-премьер Республики Абхазия Беслан Федорович Эшба. Но и работа, связанная с тем, что определять основные направления развития энергосистемы, где, в каком районе, в каком месте целесообразнее всего провести работы соответствующие, улучшить инфраструктурную составляющую. То есть это непосредственно обратная связь от тех лиц, которые находятся в районе, которые знают ситуацию. Мы предполагаем, что будет идти эффективное взаимодействие, что та аналитическая работа, которая проводится на местном уровне, будет координироваться с работой, проводимой на республиканском уровне, будут подготовлены качественные предложения по развитию отрасли, тех мерах, которые необходимо принимать для того, чтобы достигать хороших результатов. И в частности, у нас тоже есть идея разработки системы аналитических показателей, которые позволяли бы оценивать эффективность работы, во-первых, энергетической комиссии местной, а также в целом работы структур уполномоченных в сфере энергетики на местах и на республиканском уровне. Мы рассматриваем здесь как те показатели, которые нам представляет РУП Черноморэнерго, то есть о том, сколько электроэнергии отпущено, сколько оплачено, сколько начисления, сколько потери, в общем, все связанные с массивом данных по энергетической отрасли. Но и также общие экономические показатели, такие как валовый выпуск товаров, прибыль, количество рабочих мест и так далее. На основе оценки этих показателей мы сейчас разрабатываем систему индексов, которая будет характеризовать эффективность работы в энергосфере в том или ином районе по объективным показателям. Уже хдыра тарахыр кушамтаз эснаги бшишу дахгалует экономика джар. Абулту, а энергетика, а радша цихра, а нефть алыцко, и дщарту, а газ. Яхезе бриоб, абзерас, шинабызлако ускорча шман шалас, шхашалаху айсхара амас.